Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Вот о чем расскажем в этом выпуске. «Собери ребенка в школу» в столице региона прошла традиционная ежегодная благотворительная акция. Как идет реализация нацпроекта «Культура» в Намском районе, в частности, строительство культурных объектов. Трансформеры в Ленске. Очередное творение талантливого скульптора стало новым украшением города. Якутская спортсменка Алена Дмитриева выступит на командном соревновании по волейболу сидя на Паралимпийских играх в Токио сегодня, 28 августа. Как сообщается на официальном сайте Паралимпиады, женская российская команда встретится со сборной Китая. Соревнования стартуют в 20:30 по якутскому времени. Алена Дмитриева – заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира, Европы и многократный призер чемпионатов России по волейболу сидя. Спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состоит в паралимпийской сборной команде России с 2015 года. С рабочим визитом Намский район посетил первый заместитель министра культуры и духовного развития республики Владислав Левочкин. Он проверил ход строительства культурных объектов, а также посетил первую в районе инновационную библиотеку. Подробнее в материале Саргаланы Неустроевой. В таких небольших населенных пунктах, как в Намском Улусе, по словам главы района, буквально все местные жители стекаются в дома культуры. Здесь вам и библиотеки, и концертные залы. В общем, все доступные развлечения. Поэтому практически жизненно необходимым стало наличие комплексного дворца культуры. В рамках столетия республики и 125-летия Максима Кировича Амосова. Данный объект финансируется целевым фондом будущих поколений за счет средств акционерной компании «Алроса». На этом объекте у нас будет располагаться ЗАГС, управление культуры, музей, галерея. Между тем, уже в рамках национального проекта проходит строительство Дома культуры в селе Апаны. Ждали этот ДК 15 лет, прежний уже давно сгорел. А все местные активисты и творческие объединения остались без дома и базировались где придется. Но уже скоро их ждет не только новая концертная площадка, но и настоящая звукозаписывающая студия. У нас очень активные работники культуры, которые базировались в пристроенном доме, в народе она называется балаган. В таком балагане, в маленьком таком тесном помещении они работали 15 лет. И все мы, жители, более 3000 человек Катанаринского наследия, с волнением ждем в декабре открытия нашего центра культуры. Еще один важный объект для Намского района – новая модельная библиотека. Открылась она еще в прошлом году. По словам ее директора, библиотека стала настоящим сердцем хамустахского наследия. Это уютное, а главное многофункциональное место является площадкой для многих творческих и литературных клубов села. Библиотека очень полюбилась населению. Здесь дети, вот как вы видите, как открылись двери библиотеки, начали дети оккупировать каждые залы. Очень рады посетить нашу библиотеку. И, конечно же, мы технологически и отвечаем всем по новым стандартам. Между тем, как подчеркивает первый заместитель министра культуры и духовного развития, строительство и ремонт объектов культуры в республике набирает обороты. Уже готовится проект развития и арктических районов. У нас расширяется программа по капитальному ремонту. Будет больше домов культуры, больше детских школ искусств. Помимо того, что действует национальный проект, сейчас начинаются реализовываться мероприятия национальной программы по развитию Дальнего Востока. Это еще дополнительные тоже возможности. И начнет в ближайшее время работу программа по развитию Арктики. Здесь у нас будут охватываться уже арктические районы. И здесь тоже мы считаем, что у нас количество объектов, которые будут строиться по линии культуры, по отрасли культуры, увеличится.
Всего в республике в этом году в рамках только одного национального проекта «Культура» будет введено 2 культурных объекта. Строительство еще одного завершится в 2022 году. На реализацию проекта выделено более 339 миллионов рублей. А уже совсем скоро подобные дома культуры появятся и в самых отдаленных районах республики. Сырглана Неустроева, Георгий Григорьев, Намский район. Сегодня, 28 сентября, первый заместитель министра по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов и старший тренер молодежной сборной республики по вольной борьбе до 23 лет Егор Пономарев поздравили будущих первоклассников с наступающим Днем знаний и вручили подарочные наборы, состоящие из канцелярских школьных принадлежностей. Леонид Николаевич пожелал ребятам крепкого здоровья, отличной учебы, спортивного духа и вырасти достойными гражданами своей республики и страны. Ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу» состоялась в отделе полиции номер 4. Глава Якутска Евгений Григорьев сегодня провел традиционный субботний объезд по различным объектам столицы. Совместно со специалистами из различных структур он посетил образовательные учреждения, которые должны быть отремонтированы до начала учебного года. Это столичные школы номер 38 и 7, а также детские сады «Ласточка» и «Тулукчан». Во всех объектах сегодня полным ходом идет ремонт. В школе номер 38 укрепительно-восстановительные работы старого здания 60-х годов постройки. Между тем, на некоторых объектах наблюдаются отставания от сроков по вине подрядных организаций. Напомним, в этом году на ремонт 5 детских школ и 5 садов, а также одного объекта дополнительного образования в столице предусмотрено порядка 28 миллионов рублей. В этом году результат экономии, который у нас был, удалось направить на 2 детских объекта. Это объект центральный подростковый детский центр Клара Цеткина и строительство, реконструкция IT-куба. Работы начаты. Сегодня идет работа по демонтажу, по подготовке системы отопления. Мы должны в этом году, сейчас первая задача, дать тепловой контур и уже в течение зимних месяцев до конца декабря довести все ремонтные работы. И к началу 2022 года мы должны открыть двери для детишек, которые будут и интересуются робототехникой, IT, и хотели бы этим заниматься. Кроме того, глава столицы посетил здание бывшего культурно-развлекательного центра «Ниагара», в котором после полной реконструкции разместится новый центр цифрового образования IT-клуб на базе Центра технического творчества Якутска. Финансовая часть проектных и строительно-монтажных работ рассчитана на 61 миллион рублей. В рамках этого бюджета запланированы укрепительные работы, утепление здания, а также его полная реконструкция. Даже сломанные автозапчасти идут в дело. Очередной персонаж голливудского фильма «Трансформеры» предстал перед ленчанами. Эта фигура высотой почти в 3 метра появилась возле одного из автосервисов Ленска. На ее создание скульптору потребовалось около месяца. Автор эксклюзивной работы Алексей Цидяков. С его персоной зрители нашего телеканала уже знакомы. Это известный художник и скульптор. На его счету уже не один подобный арт-объект, ставший креативным украшением города Ленска. Заказчиками выступают предприниматели. Хотя у Алексея немало проектов городского и районного масштаба, которые он готов реализовывать при поддержке городских и районных властей. В ближайших планах реализовать все было, что запланировано с весны. Само собой, это для города. Опять же, это «Мамонт», о нем было уже ранее сказано. Еще несколько проектов. Также для предпринимателей, которые активно участвуют в украшении фасадов своих торговых точек, сервисов. Своими заказами они помогают художникам, само собой, себя реализовывать. И вносят свою очень существенную лепту в украшение города. В Якутске в эти часы проходит международный военно-технический форум «Армия-2021». В рамках мероприятия в здании мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» представлены инвентарь, вооружение, военная и специальная техника. Помимо этого проводятся показательные выступления, мастер-классы и практические занятия. Так, посетители выставки могут провести сборку и разборку автомата Калашникова, примерить специальное обмундирование и подержать в руках как новейшие, так и раритетные экземпляры огнестрельного оружия. Участие в форуме принимают 15 ведомств, включая МЧС, Росгвардию, ДПС и другие структуры. Данный форум, он большой, он по всей территории Российской Федерации. Нам, конечно, сложнее,
так как у нас нет воинских частей на территории республики. Но все дружно мы, как говорится, сделали этот форум. Сделали выставку техники, вооружения. И также у нас работают здесь кадровые службы. Но на следующий год планируем расширить экспозиции, представить не только военную технику, но и раритетную технику, выставку. Тем временем в Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня». Пандемия серьезно сказалась на программе смотра. Планировалось, что выступят коллективы из 14 стран, но приехать смогли только из 5, рассказывает Андрей Санников. На ближайшую неделю Красная площадь станет большой концертной площадкой. В Москве стартует фестиваль военных оркестров «Спасская башня». Пандемия серьезно сказалась на программе смотра. В этом году будут участвовать коллективы только из России, Беларуси, Греции, Мексики и Катара. Хотя приглашали делегации из 14 стран. Но многим пришлось отменить поездки. Австрийцам запретили выезжать, оркестр перевели на жесткое казарменное положение. В коллективе из Габона у нескольких музыкантов при прохождении ПЦР-теста в аэропорту результаты оказались положительными. Вылет запретили всем. Организаторы проводят фестиваль в формате ковид-фри. Трибуны будут заполнены только наполовину. Вместе с билетами зрители должны предъявить на входе и QR-код, подтверждающий вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус. Действительно уникальная ситуация, прежде всего, конечно, связанная с коронавирусом, требует от нас чрезвычайных мер. Поэтому первое и самое главное, для нас не было ничего важнее, чем безопасность зрителей, участников фестиваля, персонала обслуживающего, многочисленных наших гостей. Но все же фестиваль пройдет в традиционном формате. Публика увидит индивидуальное выступление оркестров, затем вместе с вокальными и танцевальными коллективами. В финале номер сводного оркестра, в который войдут все участники смотра, более 1000 музыкантов. Будут и специальные гости. Выступят Тамара Гварцетели, хор турецкого и фронтмен группы «Рамштайн» Тиль Линдеманн. Он исполнит на русском языке песню «Любимый город». Завершится «Спасская башня» 5 сентября. Ну и о погоде в завершении выпуска. В выходные в пониженных местах центральных районов Якутии, а также на юге ожидаются заморозки до -2 градусов, а в горах северо-востока до -5. Кроме того, на территории Вилюйской группы районов возможны грозы. В северных и арктических районах Якутии синоптики прогнозируют небольшие умеренные дожди, местами с мокрым снегом. 29 августа по Вилюю местами ожидаются грозы, ветер умеренный, а на северо-западе по Нижней Лени, на побережье порывистый до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7 – 12 градусов, при прояснении +1 – 6. В пониженных местах центральных районов и на юге ожидаются заморозки до -2 градусов, в горах северо-востока от 0 до -5. Днем в центральных районах столбик термометра покажет +15-20, на юго-западе и юге +22-27, на западе, северо-востоке +12-17, на севере +3 – +8, на побережье от 0 до +5. На этом наш выпуск завершен. До встречи в эфире.